Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Еще одна мечеть с уникальной архитектурой открылась в Грозном. Она имеет 5 минаретов и названа в честь приближенных соратников Ахмата Хаджи Кадырова. Первые погибшие на пути до Ахмата Хаджи Кадырова. В Кремле прошла встреча главы Чеченской Республики и президента России. Обсуждали социально-экономическую обстановку региона. Чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последний год. Также глава республики встретился с рядом других российских и зарубежных чиновников. Говорили о взаимовыгодном сотрудничестве. И чеченский народ, и народ Венесуэлы – это народ воинов. 10 мая – День памяти и скорби народов Чеченской Республики. В регионе проходят религиозные обряды и благотворительные акции. В Чеченской Республике состоялось торжественное открытие мечети на 5000 молящихся. Названа она в честь верных соратников героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии приняли участие глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, председатель Совета алимов СКФО Хожа Ахмад Кадыров, советник главы Чеченской Республики, муфтий региона Салах Хаджи Межиев, религиозные деятели и другие официальные лица региона. Подробности смотрите далее. В преддверии открытия мечети региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал праздничные столы, к которым мог присоединиться каждый. Атмосфера объединила жителей в радостном и значимом для всех событии. После угощения и теплого общения на территории мечети начинается зикр. Мюриды и религиозные деятели со всей республики собрались на открытие мечети. Перед церемонией они совершают обряд зикра. Жители Чеченской Республики выражали благодарность главе региона за возведение мечети, построенной в честь 5 героев, павших в тяжелое для республики время. В память о них возведены 5 минаретов – Хасайна, Юсупа, Рамзана, Алхазура и Абу-Бакара. سيد خرماج حد يرشدو ديل يلش وأستاذ زي سوي ويبتشان دال عالش ولي دال ماشتي لولي دال موكشلي لولي خزها يلسن تحجي دال نابو أو تعبير دال نابو جيل توشنا أو جيل توش بال نابو نقش باندي بال نابو تسعة قاستين وسبتشان مصو حابي عن دخ ساعة ليلوش مصو حد يحكم بيري سمو دال رداس كدخ مهبلر اشتبوك بابوير حال زامش عليه بس تحت بور زامش لير بولش بس. Церемония открытия начала чтение священного Корана. Со словами благодарности от своего имени и от имени отцов-героев выступил председатель Совета алимов СКФО Хожа Ахмад Кадыров. شو بكرة ورمزان حجينا أمانة حجينا بركل إردوه الله السيد يلاسنا سيد رمزان حجي أصبرت الموشنا قهيت مخيوش دال ديكت زبيقا بوشنا. Советник главы Чеченской Республики, муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев подчеркнул важность открытия этой мечети, которая стала символом памяти и чести шахидов, отдавших свои жизни за родину. مسجد الشهداء غازوة زرع دولشت المجد حدرش قدش قول معدوي ليل قيخية تمتبه الخشمة عدوي يرمجدك مسجد الشهداء شيتي يلوش غازوة زرع دولشت المجد شيء يقصي يلوش مجدك دوير اعتد عدوال دلار ومجدك كيف شولا يتسم أحمد حجر غازوة قابل ديلسون دال درجع الله قوخي سنسا سامخل بولش بول يبقي غازوات كانت وتبقي غازوات كانت صرخ مامسور شيش إشتا برقيقة ديل يبتع يد مخل بولش بول غازوات نقلوش سير كيرتيح أحمد حاج بولش دا غازوات قابل دايلسونا إشتا يوخص يولش ماجدك دوير. Рамзан Хаджи Кадыров, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что мечеть построена в честь всех шахидов, отдавших свои жизни на пути Ахмата Хаджи Кадырова. Однако минареты названы в честь 5, потому что они стали одними из первых, кто отдали жизни на пути первого президента.
Почему мы именно их назвали? Это первые погибшие на пути до Ахмата Хаджи Кадырова. Поэтому мы назвали. А так общий для всех, кто погиб на пути Всевышнего, касается для всех это. Затем верующие совершили пятничную молитву. Она стала первой молитвой новой мечети. Ломали Мусаев, Юсуп Эжиев, Сайдами Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров вместе с членами семьи и соратниками посетил кладбище в Ахмат-Юрте, чтобы почтить память первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С момента трагического события прошел уже 21 год. Также они вспомнили 5 шахидов, которые погибли в одном из покушений на Ахмата Хаджи. Как отметил глава региона, эти люди были одними из первых, кто пожертвовал своими жизнями на пути первого президента Чеченской Республики. Yok. O kadar stresin doğan, bir sene bir vasıta şey için doğan. Lerin dudaz mecin doğan. Ya hoş hala düşer doğan dakadan oluyor doğan. O kadar tersiyetin nasıl? Abüş mosu hacı da dakayacağın sen değil. Mecin doğan. В Кремле состоялась личная встреча Владимира Путина с Рамзаном Хаджи Кадыровым. Глава региона доложил о социально-экономической обстановке в республике и об участии чеченских подразделений в СВО. Так, промышленное производство увеличилось на 47%. Реализуется 600 проектов, которые создадут около 10 тысяч новых рабочих мест. И это далеко не все. Обо всем подробнее далее в сюжете. С каждым годом Чеченская Республика становится все более привлекательной для инвесторов. Реализуется более 600 проектов. Об этом докладывает Рамзан Хаджи Кадыров на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Мы давно с вами договаривались повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике. Как дела, Рамзан? Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что вы нашли для нас время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо. С ростом экономических показателей выросло на 32%. Промышленное производство на 47% вырос. Объем строительных работ сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров. Это, наверное, один из рекордов тоже. Ну, можно сказать. В прошлом году был в прошлом первом месте было. Сегодня тоже. Регион с каждым годом становится привлекательным для инвесторов. Реализуется 600 инвестпроектов на 108 миллиардов рублей, которые позволят создать почти 10 тысяч рабочих мест. Здесь хочу отметить, что уровень безработицы снизился до 4%. Поговорили и об участии чеченских подразделений в СВО. С начала спецоперации было отправлено более 55 тысяч бойцов. Владимир Ильич, как вы знаете, мы большое внимание уделяем участию в СВО. Всего с начала спецоперации в зону отправились 55,5 тысяч бойцов, их в числе 21 600 добровольцев. На данный момент в зоне находится более 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназ Ахмат и сводный отряд МВД по Чеченской Республике. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами. Глава региона упомянул заслуги и регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который на постоянной основе помогает мирным жителям на освобожденных территориях. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова регулярно отправляет освобожденные территории гуманитарные грузы для мирных жителей. Всего отправлено более 27 тысяч тонн. Мы также уделяем особое внимание программе поддержки семей участников СВО. Президент России поделился воспоминаниями о недавней поездке в Чеченскую Республику. По его словам, регион может гордиться теми достижениями, которые он смог достичь за последнее время. Чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидные вещи. Своими глазами я увидел еще раз, убедился в этом. Здорово. Что касается ребят ваших, то я был и в центре подготовки, который вы создали там в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку, высокого качества, высокого уровня и воюют здорово, прекрасно воюют. До сих пор практически ежедневно мне, как вы знаете, начальник Генштаба докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения. Ну и
как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, Ахмат. Ну и не только Ахмат, у вас ведь проходят и ребята из других регионов и воюют блестяще. Стоит отметить, что Рамзан Хаджи Кадыров также принял участие во встрече президента России с лидером Венесуэлы. Обсуждались ключевые направления двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров пришли к решению подписать соглашение о стратегическом партнерстве. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров во время рабочей поездки в Москву встретился с делегацией Венесуэлы, возглавляемой президентом Николасом Мадуро. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества как в сфере инвестиций, так и в укреплении экономических связей. Мадуро высоко оценил чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мне очень приятно вас приветствовать, познакомиться с вами лично. И очень приятно, что у нас есть возможность обменяться нашим опытом, потому что и чеченский народ, и народ Венесуэлы – это народ воинов. Да, именно. Поэтому я сказал, что я поклонник ваш. Мне нравится ваша политика. Америка хочет надавить, а как вы сопротивляете. Мне очень нравится, я Америку не люблю. Вернее, руководство Америки. Мой помощник по международным вопросам, по инвестициям был у вас частным визитом. И некоторые вопросы нам были интересны, и поэтому мы попросили встретиться с вами, чтобы на государственном уровне обсудить этот вопрос. В ходе визита в Москву глава республики встретился и с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайна. Обсудили ключевые вопросы развития республики и повышения качества жизни граждан. Вайна дал высокую оценку достигнутым результатам. Рамзан Хаджи Кадыров встретился также с помощником президента, секретарем Государственного совета Российской Федерации Алексеем Дюминым. Обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание уделено и повышению уровня координации между федеральными и региональными органами власти. В Грозном прошла церемония высадки саженца легендарного тополя Победы, клона исторического дерева, пережившего Сталинградскую битву. В акции, приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие Рамзан Хаджи Кадыров, руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов и другие официальные лица. Почетное право посадить дерево предоставили главе региона. Vain dazoldu. Deci voi muhalo donaci. Voi bin bolton. Voi şeyge don. Yol zvanje şevek flag şeyk sama halu şlayat on itsason. Pritom don demiş bir son. Tысячи nahboş. Halk teri dakna voi dastan. Dela dona, bana ha dona. Del etam se don. Moi se vilnuli don. Vilnuli sane ime naša dedo don. В Грозном прошел гала-концерт республиканского фестиваля «Студенческая весна-2025». Молодые ребята продемонстрировали свои таланты на большой сцене Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова в таких номинациях, как хореография, театр, художественное слово, видео, стендап. Мероприятие посетил и глава региона. В состязании приняли участие 3 вуза – ГГНТУ, ЧГУ и ЧГПУ. Я оставлю путь спасения своих людей. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда, если я сомневался бы, я бы не мог бы идти. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победой. Прошли сквозь огонь, неся с собой свет. Их дух в горах, их имена в наши сердца, их образы прямо перед нами. По итогам конкурсной программы большинство наград забрал нефтяной университет, став тем самым победителем республиканского фестиваля «Студенческая весна-2025». Кубок передал министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Эцли арьёкшор инсан мокша волш, мерша волш, ирсия волш, халвал волш, мехда Рамзан Хаджи волш. Шокун диахет адор да курдуар, да. Пожалуйста, я прошу внести главную награду и главный конверт, дорогие друзья. Интрига бешеная. Итак, друзья, победителем
межвузовского фестиваля «Студенческая весна-2025» становится... Шейл Кубок Даян Бюлло. Грозинский нефтяной! Грозинский государственный нефтяной технический университет! Выходите, ребята, на сцену! Выходите, забирайте кубок! Ректор вуза! Также пишите в комментариях, друзья! Забирайте кубок! Грозинский нефтяной! Победитель межвузовского фестиваля «Студенческая весна». В Грозном состоялась встреча Рамзана Хаджи Кадырова с заместителем руководителя федерального казначейства Эли Исаевым. Они обсудили ряд вопросов касательно деятельности региональных ведомств и эффективного управления бюджетными средствами. Эли Исаев – профессионал своего дела. На своем посту он всегда добивается высоких показателей эффективности, отмечает глава республики. Daar spelen Nederland, ook dan Hausa of dat je denkt dat dan hou je en weet je dan kan man daar dan weer dus dan in zo'n woordje als je komt zie je dan hoe wij jullie zien dan wij dan daar buiten dan bal dan chestnut private nest moest zo ouder dan wij gaan naar dat dan daar tot dat keer dus weer bewaren dan je gaan ook dan daar gaan zien. بس أنا وده سيادان ده لغة وده دارت وده مرة وده. В свою очередь, Эли Исаев отметил, что все достижения – это результат поддержки главы региона. حلق دوي سون يل نستولي نش سون دين هي غرا دوي ازديت صلا دوي والله صلا دوي طان هبا دوش دوي شادرك تويت دل ديكا دوي تودرش حلق دولار لق دولار شادرك هيت حدون رمزان دوي كوچور ديكا شادرك دوي والله دوقطان لبوي نوخشي حقيقة دات دوي طان هيتسي سيميا كدير هيتسي دوي دال دير الول احمد حاج دوي إذن دال غازوت أبول دويل دوي سيجر حدول ديل ديكي دوي كمان شارك تان وين نوخشي أم دوي سون ديل دوي شادول ديك دوي حيوتsa دوي كدير وسيميات حدوش دوي نوخشوا دو تو أريانس تو دولش متى دوي سيجر دو رمزان دوي تبول داور باتسر دوي تو دوزر داسر تان حواتسر دلش دول ديكا باش بول ديك بولغا يشول كورمتال تون دشدول عنال شادرك دوي سيجر حدوش В завершении встречи Эли Исаев передал главе региона ведомственную награду федерального казначейства – медаль имени Татаринова. Контролер, игул кверт награде, орден Татаринова. Цаница ечер, муньой, сундуй, трайкаться, соват, я на эту. Мунья, гадалар, сундуй. В селе Ахмат-Юрт состоялся религиозный обряд сага. Там собрались представители органов власти, общественности и жители села. Они почтили память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, вспоминая его вклад в установление мира и стабильности в регионе. بجنا شيء ساجي غير مشان على الساعة أمر هذا لا صوب الدولة تون لاس دقنا شوية ديس ولا حا وين دقوا خان يزريو وقرا دق دكودر وقرا دق في دوبل وقوم نعشة ونقصي شوية حا بالبيان قوم بيان شيء نحا قوم بعبع قصو أدم إيرسي داخل نور يسوع. Позднее в религиозном комплексе Хажин-Беш прошли обряды Зикр и Мавлид. Пришли известные религиозные деятели региона. ومتح حاجين بيشح ساق دوقش دوي يرتو دوقش ساق دوهرة الحمد لله بحنا أحمد حج دقوار دلحقه يرتو أهلنا طير ساق دو يرى نلخز دو إذا خالد دلحقه بلش دق باخكر أما
دقبوش خلر خز تشيخدو دال ديز تشيخدو اخر تضبهن بول وين دينانو وجري يجري ليوزش ريز خلر خدو. В связи с празднованием 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне личный состав 78-го мотострелкового полка «Север» Ахмат Министерства обороны Российской Федерации провел торжественное построение. В ходе мероприятия более 30 военнослужащих были удостоены различных государственных и ведомственных наград за свои достижения. Военный комиссар Чеченской Республики Руслан Нумахаджиев подчеркнул важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и значимость подвигов советского народа в борьбе с фашизмом. 9 мая у нас это наш народный праздник, праздник всего Союза Советской Социалистической Республики, которые тогда были, который празднуется и будет праздноваться. Это 80 лет тому назад мы сломали хребет фашизму и нацизму. Ну, как я отмечала сегодня, вот эти зародыши, которые добивают наши бойцы. В правительстве Чеченской Республики прошло расширенное заседание под председательством премьер-министра региона Магомеда Даудова. Основной темой стало снижение уровня безработицы и увеличение заработной платы. В регионе активно ведется работа по созданию новых рабочих мест, сокращению неформальной занятости и поддержке предпринимательства. На 1 апреля текущего года уровень зарегистрированной безработицы составляет 4%. В первом квартале 2025 года более 2500 человек нашли работу. По муниципалитетам Эрдерес вежи масса надеялись хлил, аж масса радиона ومحدث إعلان совещания بالقل مداقر подход цифршкачи гуштуз массери муссуре она перевыполнению ца контрольные показатели езвац так суюка даже перевыполнение Кастен, Куршеловский район 204, Урус-Мартановский район 182, Шалинский 166, Ачкой-Мартан, Гудермес, чего дикий показатель ждем. Даже Шелковской, Наурский, качал за 100 человек сонах, даже было меткшхитин. В регионе также реализуется план мероприятий дорожной карты, который включает меры по улучшению ситуации на рынке труда до 2030 года. К тому же ведется ежеквартальный мониторинг создания рабочих мест, легализации трудовой занятости и сокращения теневой экономики. С начала этого года средняя месячная зарплата работников организации, включая малый бизнес, возросла более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. В Грозном отметили Всероссийский день радио. Директор Департамента информации и печати Миннацинформ Ламберт Музуров поздравил всех с праздником и вручил награды тем, кто каждый день вещает на радиочастотах республики. За высокий профессионализм, творческую инициативу и большой вклад в развитие региональной журналистики работникам радио вручили денежное вознаграждение и почетные грамоты. Среди награжденных сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Арипханов. Адам Арипханов – ведущий первой категории службы радиовещания телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. دخلنا راديو أسنا بوصل دين دقائق واش بوصل دين توزج ديكم دوزج ديكم أولش أصدقاء غرق حيوكش خلر إذا ونوج أمي خل ما دو إذا تحقق ديل دكني سأتو اسميل خلري سأتو استال مغلحة تحقق ويبولغ برا إذا ديل إلشن ديل إرسال مارشال غيل سن حديث أنت توجنا تحقق شيء تعايد قاش ناخي دعقاش ديال إلشن حديثه عليه الصلاة والسلام علم حديث ريح تحقق أحسن تيجن دال والله وين يالخلري مال خلري ساتوش أصدقائي غرق حيوكشتوي. В Грозном состоялись конно-спортивные состязания, приуроченные ко Дню Победы. Мероприятие посетил вице-премьер, министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев. В скачках лошадей чистокровной английской верховой породы состоялось 7 заездов на различные дистанции. Наряду с участниками из других регионов в состязаниях приняли участие скакуны конно-спортивного клуба «Ахмат». Призовой фонд составил около 2 миллионов рублей. 23 апреля открытие хилатха, мой расписание, расписание и подробничка. Хорошо, скачки, царь скачки, так приуроченный День Победы, приуроченный скачки, так спринтерские призы, так пробные оршил, призы, оршера разыгрывают яш, призы во всех ипподромах, что хорошо, да, и что призы, work скачка, юпой там хилиш. В
В Грозном состоялось открытие фотовыставки «Летописи истории. Спираль времени сквозь объективы фотокамер». Этот проект приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На выставке представлено множество фотографий, на которых запечатлены моменты Великой Отечественной войны и кадры со специальной военной операции. Фотопроект стартовал в феврале этого года и продлится до декабря в различных городах и регионах России. В Грозном выставка будет открыта до конца месяца, и любой желающий может ее посетить. Главная цель проекта – это сохранить историческую память для будущих поколений. История свойственно повторяться. Как только наш советский народ и наша страна забыла о преступлениях фашизма, как только перестала почитать память наших ветеранов, мы увидели, что фашизм опять вернулся. Вот если мы смотрим на эти картины, здесь трудно отличить картины времен Великой Отечественной войны и современности, специальной военной операции, которая проходит на Украине. Практически это ощущение, что мы вернулись в прошлое. И это всегда так бывает, когда забываешь уроки истории, забываешь, перестаешь чествовать ветеранов. В Аргуне торжественно открыли школу хафизов для девушек на 200 мест. Она названа в честь Фатимы, дочери пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего. Церемонию открытия посетили старейшины района, будущие ученицы, их родители и видные представители духовенства республики. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. С чтения священного Корана начинается церемония открытия школы хафизов для девушек в Аргуне. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Открытие школы стало возможным благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Названа она в честь Фатимы, да будет доволен ею Аллах, дочери пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов отмечает, что подобные учебные заведения для девушек ранее были редкостью. Однако теперь их строительство будет активно развиваться. Semmeldags geloswolu, busolbstag adama tahana otsin oluna diqli lawu duaisa harmbersh berkte khilbosh bolne daqi harsa way mahkaha issa Quran daga amash hafiz iskol sho berkte khin hafizash bo taqi ushbo dalah izud berish wezna gamella kezi galosh Советник главы Чеченской Республики, муфти Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев в своем выступлении подчеркивает значимость изучения Корана и передачи этих знаний другим. قرآن عمل قرآن كي رعدولش بالنه بو خوزتا إت سجن الله دو خوزتا إت أزر سجن الله دو شفاعة دال قربات القرآن كي رعدولش بالنه بيتوي إذا حافظ بو قرآن كي رعدولش أز قرآن عمل نبولش. После перерезания зеленой ленты почетные гости осмотрели новое здание школы хафизов. Затем богословы прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и благословляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Открытие школы хафизов стало долгожданным подарком для девушек, стремящихся к знаниям и духовному развитию. Будущие ученицы выражают благодарность за такую возможность. Для удобства учащихся в школе предусмотрено 3 смены – с 9:00 до 12:00, с 14 до 17 и полный день с 9:00 до 17:00. Каждый сможет выбрать подходящий для себя вариант.
Набор учащихся в школу идет активными темпами. Уже с понедельника около 200 учениц, полные решимости и стремления к знаниям, приступят к обучению священного писания. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Артур Хациев. Неделя. В Веденском районе прошел турнир по футболу, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 5 команд из разных сел. В финале команда из села Махкиты обыграла команду из Ведено со счетом 2-0. Турнир посетили почетные гости, игроки футбольного клуба «Ахмат» и генеральный директор спорткомплекса имени Султана Балимханова Халид Кадыров. Все участники получили призы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ишвай футбол, баханто, кулей, ой молодежь, ой кигне, ой бошак и тернисо, так что-то дезма, ой ну паразиват, ой бошак и тербан. مثلا داير إذا أخذ لا تعب بركة مصور طبعا شاء ما في شاء بيرنا شاء دول وشاء مثلا شاش لوزو شاء لوزو لازم لا هريجرا دو تأكل ريجرا وين что это само подало, Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.